Доброе утро, на календаре 22 июля, и как и всю эту неделю, это утро встречаем вместе с вами мы, Дарьян Кехова, Павел Танин. Это утро Якутии на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров. И напоминаем вам о том, что сегодня в эфире мы и наши коллеги подготовили всю самую полезную и нужную информацию для вас именно в это утро. Сегодня проанонсируем, Паша, о чем мы будем говорить. Поговорим мы сегодня о культуре аниме и косплееры. Вот, например, я узнала такой термин впервые. Да, но я с ним знаком достаточно давно, потому что как минимум посещал один фестиваль, где тематика эта присутствует очень активно. Но вообще движение такое достаточно интересное, творческое. Сегодня мы поговорим о том, что можно посмотреть в наших кинотеатрах в эти выходные. Да, конечно же, актуальные новости, о них мы обязательно расскажем, интересные гости к нам придут. Ну и в целом сегодня все как обычно, познавательно, бодро, чтобы вас зарядить на этот продуктивный, бодрый день. Мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, и поэтому, если у вас есть какое-то поздравление, либо у вас прекрасное утреннее настроение, возможно, вы желаете передать привет своим родственникам, пишите нам на WhatsApp номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Да, я его напомню, 8 914 273 4488. Даже если просто хотите пожелать всем доброго утра, пожалуйста, этот номер специально для вас. Также не забывайте про нашу страницу в Instagram _Утро_ Якутии, где все материалы из наших выпусков всегда можете найти, пересмотреть, рассказать или поделиться с друзьями, прокомментировать, высказать свое мнение или поставить туда сердечко хорошенькое такое. Ну а начинаем мы наше утро, Паша, с чего? Ну, поговорим о погоде, естественно. Сегодня в центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 17 градусов. В заречной группе 19-17 градусов тепла. В южных районах 14-12 выше 0. В Вилюйской группе улусов плюс 17 градусов. В Нижнеленских 16 градусов тепла. В западных районах 14-11 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе улусов 17-5 градусов тепла. В Янских плюс 13, плюс 10. На северо-западе 15-7 градусов выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 18 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 28 градусов. Ну а информационная служба нашего телеканала ежедневно, почти ежесуточно трудится, не покладая рук, чтобы вовремя, оперативно выдавать информацию о всех событиях, происходящих в республике, за ее пределами. И прямо сейчас мы передаем слово нашему коллеге, информационному обозревателю Владу Давыдову. Приветствую утро Якутии с новостями к этому часу. Влад Давыдов. Кабмин направит более 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Минздрав в течение 30 дней должен заключить необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование денег. Согласно пояснительной записке к документу, такое решение даст возможность своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения. Также сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом, в том числе финансово обеспечить стационарное лечение. Для Якутии, в частности, правительство страны выделит свыше 968 миллионов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медпомощи. Распоряжение о финансовой поддержке систем здравоохранения регионов подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Траты россиян на минимальный школьный набор выросли за год на 13% и на середину июля составили почти 13 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек-индекс» оператора фискальных данных платформы ОФД. Для расчета стоимости минимального набора товаров для школы эксперты учитывали продажи канцтоваров, школьной одежды, обуви, рюкзаков, настольных ламп и тетрадей за 1-15 июля этого года и прошлого года по всей России.
Генпрокурор России поручил до сентября проверить безопасность детей на дорогах у школ. Отмечается, что многочисленные ДТП с участием детей нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, также местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних. Из-за рекордной жары в европейской части страны россияне активнее используют домашние кондиционеры, что выливается в повышенные счета за электроэнергию. Как охладить квартиру и много не потратить, рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов. По его словам, большинство современных кондиционеров – это довольно умные устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный режим работы. В режиме поддержания установленной температуры кондиционер расходует меньше энергии. Если же вы оставляете устройство работать и ночью, то подойдет режим эко, который есть у современных устройств, сказал эксперт. Синоптики прогнозируют дожди в ряде районов республики в эти дни. В Оленёкском и Мирнинском районах, а также в Вилюйской группе улусов, Ленском, Нижнеленских районах и в Верхояне ожидается небольшой местами умеренный дождь. 23 июля в южных районах, а 24 в Хангаласском, Заречных, Усть-Майском, Тамбонском и Меконском районах прогнозируют дожди, местами сильные. Ну а в Якутске 22 июля ночью прогнозируют небольшой дождь. Днем преимущественно будет без осадков, ветер северо-западный, днем юго-западный. Температура ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27. Таковы новости к этому часу. Слово передаю коллегам. Спасибо, Влад. Ну а мы также добавим немножко полезной и важной, срочной фактически информации. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Российского кабинета министров в формате ВКС. В ходе совещания глава республики доложил о ситуации с лесными пожарами. Так, по словам Айсена Николаева, на территории Якутии тушат 67 лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона потушено пожаров на площади почти 300 тысяч гектар. На тушении задействованы 2300 человек. Это сотрудники лесопожарных формирований МЧС, местное население и добровольцы. Работает 291 единица техники, сообщил Николаев. Как отметил глава Якутии, на тушении пожаров люди работают по зову сердца, без всякой политики и лишнего пиара, организуются в мобильные группы. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь страдающим от пожаров регионам. Ранее президент попросил администрацию президента и кабинет министров подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России, в частности, по внедрению новой методики оказания финансовой помощи и поддержки регионам. Также Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложение о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для регионов с обширными лесами и низкой плотностью населения. Президент страны заслушал доклад главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с лесными пожарами и его предложения на совещании с Кабмином. Айсен Николаев поддержал предложение, заметив, что вопросы по защите столь огромной территории от пожаров важно решать на федеральном уровне. «Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», добавил Владимир Путин. В Якутии продолжают всеми возможными способами бороться с лесными пожарами. Сотни добровольцев выезжают в тайгу на борьбу с огненной стихией. Но первыми на пути огня становятся профессиональные пожарные. В сети появилось видео, на котором дети из села Мигин-Алдан выходят на улицы из своих дворов, чтобы отдать честь проезжающим мимо пожарным машинам. Даже дети знают, насколько опасна огненная стихия и насколько тяжело и ответственно подходят к своему труду пожарные. А сейчас полезная и важная информация для жителей города Якутска. Касается она плановых отключений водоснабжения в ночное время, которые связаны с промывкой и дезинфекцией магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения. Итак, с 10 часов вечера 22 июля до 6 часов утра 23 июля отключение воды произойдет в 37-м квартале, также в кварталах номер 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 92, 93,
103 94 95 101 103 111 112. И помимо этого без воды в ночное время будут Борисовка, поселок Борисовка 3, поселок Геологов, дома на Вилюйском тракте, на 3-м километре Вилюйского тракта, дом номер 43 по улице Каландрашвили, дом номер 2/7 по улице Чайковского, а также кварталы 71, 128. И я напомню, что все эти работы проводятся для того, чтобы подготовить к работе в зимнее время систему водоснабжения города, чтобы в зимнее время она функционировала качественно и бесперебойно. Спасибо, Паша, за полезную информацию. Ну а я предлагаю сейчас всем зарядиться утренней энергией и посмотреть нашу любимую рубрику «Зарядка». Зрители «Утро Якутии», меня зовут Павел, я являюсь дипломированным тренером, и сегодня я вам покажу часть статической разминки. Пальцами потихонечку даем голову к плечу, буквально в течение 10 секунд каждое движение у нас происходит. Тем самым растягивая спазмированные мышцы, которые за ночь у нас немного залежались. И также двумя руками вниз. Бицепс предплечья. Обязательно выпрямляем руку, тянем за пальцы, но не сильно, в течение 10 секунд, и локоть у нас выпрямлен. Локоть у нас смотрит вниз. Первая рука и вторая рука. Следующая вверх спины. Берем себя за локоть и притягиваем к груди, отпуская плечевой пояс. От 10 до 30 секунд хватает для растяжки. В зависимости от того, какой вы работой занимаетесь. Либо офисный, либо все-таки активный образ жизни у вас. Также грудные мышцы. Берем себя в замок, выворачиваем руки и тянемся. Тянемся не наверх, а назад. Дальше после грудных мы тянем мышцы, которые проходят у нас вдоль позвоночника, длиннейшие и остистые. Также ягодичные и бицепс бедра. Для этого мы наклоняемся вперед, ноги на ширине плеч, и круглим спину, полностью расслабляясь на 10 секунд. Также опускаем голову, никогда не держим ее в таком положении. Расслабляем полностью. Так как не у всех хватает координации, следующее растяжение мышечной группы мы сделаем у стенки. Это у нас квадрицепс и бицепс бедра. Для этого берем себя за носок и тянем его к ягодице, упираясь в стенку. При этом опорная нога у нас прямая. Наклоняемся вперед, спина прямая. И другую точно так же. Обязательно берем себя за край носка. Также в конце у нас остались икроножные мышцы. Икроножные мышцы мы упираем стопу в стену и также прямой ногой делаем наклон вперед. У нас растягиваются икроножные и бицепс бедра. Особого упора делать не надо. Для чего нужна статическая растяжка? Каждая мышца крепится к кости. И если мышца спазмирована долгое время, она может позвоночное тело немного сместить. Все, с вами был Павел, дипломированный тренер для «Утра Якутии». Ну что, мы продолжаем наш утренний эфир. У нас уже мы полны бодростью, да, Паша? Да. И, собственно, поговорим прямо сейчас про такую важную вещь для каждого человека – это финансовая грамотность. Почему? Действительно, это очень важно и актуально сейчас, потому что даже детям в детских садах уже проводят вводную лекцию, и в школах, мне кажется, совсем скоро появится такой предмет, как финансовая грамотность. Возможно, он заменит собой экономику. Но, тем не менее, на прошлой неделе Республиканский центр компетенций по финансовой грамотности принял участие в онлайн-марафоне волонтеров финансового просвещения, организатором которого является Ассоциация развития финансовой грамотности. С начала июня в данном мероприятии уже приняли участие региональные центры со всей России и презентовали собственные проекты по продвижению непосредственно этого явления, как финансовая грамотность. Проекты, представленные Республиканским центром, заинтересовали коллег из других регионов. И сегодня подробнее об этом марафоне, о проектах мы поговорим с нашим гостем Ритой Якушевой, руководителем Республиканского центра компетенций по финансовой грамотности. Рита, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рита Михайловна, расскажите, пожалуйста, нам вообще подробнее немножечко о вашем центре. Какие основные цели и задачи возлагаются на деятельность вашей организации? Наш центр открылся в феврале этого года.
Называется он «Региональный центр компетенций по финансовой грамотности». И, в принципе, все задачи по продвижению, по повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Саха-Якутия возложены на наш центр. Мы консолидируем все силы, скажем так, да, по продвижению финансовой грамотности в нашей республике для наших соотечественников. Мы работаем и с государственными органами власти, и с министерствами и ведомствами. Мы проводим мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности. Вот как вы правильно заметили, да, уже в детских садах и школах уже проводятся уроки финансовой грамотности. И вот как раз на вот этом вот марафоне 15 июля, да, который собрал Ассоциация развития финансовой грамотности, нам удалось представить наши проекты для разных целевых аудиторий. И мы показали, что, в принципе, работа ведется по всем направлениям, по всем целевым группам, начиная от дошкольников, заканчивая пенсионерами. Рита Михайловна, вот такой вопрос. Да, сегодня о финансовой грамотности говорят много, о ней говорят везде. Тем не менее, вот эти два слова, рядом стоящие, финансовая грамотность, это вот очень такое какое-то расплывчатое понятие. Что такое конкретно, в двух словах буквально, финансовая грамотность? Финансовая грамотность. Ну, это грамотное управление собственными финансами. Вот. То есть все, что касается управления финансами. Ага, то есть туда, можно фактически сказать, входит и экономия какая-то своя, семейная. Там, Семейный бюджет. Активами своими Да, распределяться, да, где-то всё правильно. инвестировать. и так Экономика далее. домохозяйств туда входит. Вот. Но тем не менее, насколько сегодня население нуждается вот в продвижении, в обучении этой Вы финансовой же видите грамотности? обратную связь, наверное, да, после семинаров и так далее, ну, посещаемость, да, подобных мероприятий? Или все-таки наш менталитет, возможно, либо наше все-таки воспитание, или же вот наше образование, ну, немножечко нам еще трудновато понять. Вот увидела я на семинар, да, проходит семинар финансовой грамотности. Но вот честно, мало кто, наверное, представляет сущность всего происходящего, Ну, да? да. Проявляют ли интерес жители нашей республики на подобные Безусловно, мероприятия? интерес огромный. Каждую неделю у нас 2-3 раза в неделю мы проводим мероприятия. Мы работаем очень плотно с библиотеками. Читатели библиотек и централизованной библиотечной системы города Якутска, и Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это больше 400 филиалов, да, по всей республике. Мы собираем огромные аудитории. С июня месяца мы начали сотрудничать с Советом ветеранов Республики Саха-Якутия. И мы провели уже мероприятия, на которых стали участниками более 300 человек. Это же замечательно. Дети вот, Мирнинского района, это было больше 400 участников. То есть интерес огромный. И самое главное, что кроме интереса есть и результат. Ну вот говоря про результат, может быть, да, ну, такой вопрос позитивный, скажем так. Есть ли обратная благодарная, скажем так, связь? То есть кто-то когда-то, может, там на улице вас встретил, говорит, вот знаете, я вот прошел там семинар, Знаю. и так Да, вот да, все да. поменялось. Постоянно. И теперь я умею экономить, да, Да. или правильно пользоваться Да. своими денежными У средствами. нас есть группа WhatsApp, где мы общаемся со своими слушателями, мы их приглашаем туда, да, потому что на сайте онлайн-школы как раз финансовая грамотность в библиотеке Smart 203. Там есть ссылка на нашу группу WhatsApp. Участники туда заходят и со словами благодарности, конечно, обращаются. Кроме того, хочу отметить работу волонтеров. Вот ведется сейчас добровольческая деятельность, да, вот у нас армия волонтеров сейчас тушит пожары. А вот у наша армия волонтеров, допустим, она не такая большая, но она как раз занимается вот этим вот сложным вопросом в сфере финансового просвещения. И я бы хотела сказать им большое спасибо, дорогие коллеги, за то, что вы помогаете в такой интересной и полезной теме для наших соотечественников, как финансовая грамотность. И без вас просто нам бы нечего было представлять просто на этом марафоне, да, вот как раз если бы не волонтеры, которых мы консолидируем, которых наш центр собирает вокруг себя. То есть, Рита Михайловна, ну вот, допустим, основные темы вот с тех самых семинаров, чтобы было немножечко понятнее, да, ну вот, допустим, был семинар на эту тему, возможно, сейчас зрители услышат и свяжутся с вами, потому что поймут, что их интересует именно вот такая узкая тема. Да, смотрите, первая тема – это, конечно, основы финансовой грамотности. Это первое, о чем мы говорим. Вторая тема – это основы финансовой безопасности, потому что, ну, сами видите, да, обстановка какая. То есть с развитием цифровых технологий, социальной инженерии, все мошенники больше получают разных новых
ну, скажем так, инструментов, да, для того, чтобы отнимать деньги, а мы учим, как защитить себя от мошенников. Еще одна важная тема – это управление кредитной нагрузкой. Потому что, вот, ну, я сразу скажу, да, дорогие зрители, что кредитная нагрузка не должна превышать 30% от вашего общего дохода. Так, и еще одна важная тема – это налоговые вычеты. Что помогает гражданам, ну, вернуть часть своих уплаченных налогов. То есть вы полностью консультируете, да, и подсказываете, как это все правильно Конечно. оформить, сделать. И... Конечно. Вот так. Скажите, пожалуйста, а ваши услуги являются платными или это все на бесплатно? Абсолютно, это все абсолютно бесплатно. Потому что, ну, вот мы волонтеры. Мы волонтерский центр, скажем так, да, и вообще в целом, как бы, когда начиналась вот эта вот работа по продвижению финансовой грамотности, была разработана стратегия повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. И в рамках этой стратегии было обучено более 10 тысяч волонтеров, финансовых консультантов, методистов, которые проводили бесплатные мероприятия. Мне посчастливилась такая возможность пройти это обучение и стать таким вот финансовым волонтером. Да? Мои коллеги, которые сейчас участвуют в наших мероприятиях, они тоже прошли такое обучение и тоже проводят. И это все бесплатно. И мы призываем вас: посещайте наши занятия, потому что на наших занятиях вы узнаете больше, чем на тех занятиях, за которые вам придется платить деньги. Вы сэкономите деньги семейного бюджета и еще получите множество полезных, нужных, необходимых знаний. Вот я лично, оказывается, нуждалась в подобном специалисте, как финансовый волонтер, и обязательно свяжусь с вами. Но вопрос тогда, где и Я как? вообще Да? считаю, что эти курсы уже как бы сам приход на курсы, уже продвижение финансовой грамотности, потому что ты деньги сэкономишь. Это Конечно, уже да. основа Уже. финансовой грамотности. И, соответственно, подскажите, пожалуйста, куда и где и как вас найти? Наш сайт fingramyakutia.ru. Он так просто вот набирается, да, в принципе, на сайте есть все контакты, и у нас есть аккаунт в Инстаграм, аккаунт есть в Фейсбуке, их веду я, в принципе, можете писать в директ, я вас включу во все необходимые группы по направлениям и могу проконсультировать. Вот. Ну, всё спасибо достаточно большое, просто да, очень. найти, заняться и стать финансово грамотным. Да, самое главное сделать первый шаг. Рита Михайловна, спасибо большое, что пришли в нашу студию, рассказали нам такую полезную достаточно информацию. В принципе, я думаю, это поможет многим людям стать финансово грамотными, сохранить и приумножить, опять же, свои капиталы. Это прекрасно, это замечательно. Но уже продолжая наш эфир, тем не менее, прощаясь с вами, последний вопрос. Два актера, Иван Охлобыстин, Уильям Дефо. Кого из них знаете, как к ним относитесь? Ну, Иван Охлобыстин, мне, если честно, вот он мне никогда не нравился. Его вот эта экспрессивность и так далее, как бы, ну, не могу я такое смотреть. Но вот Дефо, он такой, ну, своеобразный актер, скажем так, да, потому что у него такая интересная внешность, все-таки, ну, не модельная, скажем так, да, и вот очень интересно, как вообще все-таки его режиссер когда-то выбрал, да, и сделал из него мировую звезду. Вот, Рита Михайловна, мы не зря спросили у вас именно по поводу да. этих двух актеров, режиссеров, потому что сегодня они отмечают свой юбилей. Да. Вот такая знаменательная дата, 22 июля, именно для этих двух актеров. Да. Уильям Дефо сегодня отмечает 66-летие, а Иван Охлобыстин празднует 55-летний. юбилей 55-летний. В любом случае, как бы не относились к ним зрители, кого-то, естественно, любят, кого-то любят меньше, мы поздравляем именинников сегодня и юбиляра особенно. Ну, о том, какие еще сегодня события произошли в разные года цивилизации человеческой, узнаем прямо сейчас. 22 июля – Всемирный день мозга и Международный день бокса. По народному календарю неяркая луна сегодня – это примета затяжных дождей к концу месяца. 22 июля 1240 года новгородский князь Александр Невский разгромил шведских интервентов на реке Неве и получил почетное прозвище Невский. В 1795 году в этот день в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. 22 июля 1894 года в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки. В 12-часовом заезде приняли участие 28 автомобилей с бензиновыми и с паровыми двигателями. 22 июля 1936 года экипаж Валерия Чкалова завершил беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-Камчатский и далее на дальневосточный остров Ут. Ныне он называется Чкалов.
Самолет преодолел расстояние 9374 километра за 56 часов и 20 минут. 22 июля 1947 года был принят флаг Индии, а в 1987 году в этот день президент СССР Михаил Горбачев предложил уничтожить все советские ракеты малой и средней дальности. 22 июля 1596 года родился Михаил Романов, русский царь, первый правитель из династии Романовых. В 1895 году в этот день родился Павел Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук и профессор. 22 июля 1946 года в этот день появилась на свет Мирей Матье, французская певица. В этот день в 1951 году родился Олег Газманов, советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, народный артист России. В 1955 году в этот день родился Уильям Дефо, американский актер театра и кино. 22 июля 1966 года на свет появился Иван Охлобыстин, российский актер, сценарист, режиссер, журналист и телеведущий. Именины в этот день празднуют Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат и Федор. Я, честно, очень люблю рубрику «События», потому что, реально познавательно. Никогда не задумываешься, да, что же, редко, когда откроешь, допустим, свой гаджет и посмотришь, кто же родился сегодня в этот день, да, или какое знаменательное событие произошло в этот день 30 лет назад. Да, можно, наверное, купить какой-нибудь календарь, на котором будет все это написано, или хотя бы календарь огородника, чтобы знать, что посадить в этот день лучше всего на грядку, и чтобы оно лучше взошло. Раньше были такие календари, помнишь, отрывные? А сейчас и они тоже есть. Да? Да. Ага, я ими не пользуюсь, не подумай. Я обязательно буду обращать внимание теперь в книжных магазинах на подобные календари. Мне потому что интересно. Вообще, вот это все вспахивать, это на самом деле очень такой интересный, трудоемкий процесс и, возможно, медитативный. Когда-нибудь, я думаю, я этим займусь, но это будет явно не в ближайшие лет 15. А вот чем бы я занялся сейчас, это покорением космоса. Правда, космонавты меня уже не возьмут, тем не менее, я питаю надежды, что однажды меня кто-нибудь отправит колонизировать Марс, и я покажусь на Красной планете. И буду как раз-таки там, пользуясь календарем огородника, выращивать овощи и прочие растения. Сумасшедшая фантазия у тебя, если честно. А почему бы и нет? Мечтать нужно по-крупному. Так, например, один вот мечтатель вчерашний день, 20 июля, он занес в историю, вероятно, уже капитально, основательно, наравне с Юрием Гагариным и первым полетом на Луну и выходом Нила Армстронга на ее поверхность. О чем мы говорим? Паш, я желаю тебе успехов, и я надеюсь, что все-таки через лет такие 20-30 твое имя войдет в историю. Да, а говоря про 20 июля, почему же этот день должен войти? Потому что состоялся первый коммерческий полет в космос. То есть космос, он все ближе и доступнее. О том, как это было, сейчас посмотрим. Самый богатый человек мира, бывший глава Amazon Джефф Безос, во вторник совершил суборбитальный полет в космос на корабле, произведенном его компанией Blue Origin. Вместе с ним на борту находились его брат Марк и двое туристов: 18-летний студент Оливер Деймон из Нидерландов и 82-летняя Уолли Франк, которая в 1961 году прошла отбор в команду женщин-астронавтов, но так и не попала в космос. Они стали самым молодым и самым пожилым астронавтами в истории. Ракета-носитель New Shepard стартовала с космодрома Blue Origin в Техасе, разогналась до скорости около 3500 км в час и за 3 минуты поднялась на высоту 107 километров, оказавшись за так называемой линией Кармана, где начинается космос. Здесь капсула с пассажирами успешно отделилась и продолжала по инерции набирать высоту, после чего находившиеся на борту люди получили возможность отстегнуть ремни безопасности и побыть 3-4 минуты в невесомости. Вскоре капсула начала снижение и при помощи парашютов приземлилась в Техасской пустыне. Весь полет занял около 11 минут. Главный конкурент Джеффа Безоса в сфере космического туризма, глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон, отправился в свой первый полет в стратосферу недели раньше, однако его аппарат поднялся лишь на высоту 86 километров. По оценкам экспертов, отрасль космических путешествий может в будущем приносить компаниям доход до $3 миллиардов в год в течение ближайших 10 лет. Повезло парню, я тоже бы хотел, чтобы меня просто так взяли, позвали и в космос, хотя бы на 10-11 минут.
Мечтай, Паша. Все возможно. Главное мечтать по-крупному. Как говорилось в одной замечательной, можно сказать, культовой песне «Сочиняй мечты». Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Ну, а мы передаем слово нашему новостному обозревателю, ведь он уже готов проинформировать нас о самых последних и актуальных новостях на сегодняшний день. Приветствую утро Якутии, с новостями Влад Давыдов. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 704. Это минимум с 6 июля. Общее число заразившихся увеличилось до 6 миллионов человек. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В настоящее время в России продолжают лечение 474 738 человек. Число вылечившихся возросло за сутки на 22 584 человека. Ну а доля выписанных пациентов осталась на уровне 89% от общего числа заразившихся коронавирусом. Между тем, оперативный штаб страны по борьбе с распространением коронавируса отметил регионы с наименьшим темпом прироста числа заболевших граждан коронавирусом, в их числе и Якутия. Также среди регионов, в которых отмечен наименьший прирост COVID-19 за сутки, Татарстан, далее идут Москва и Орловская область, говорится в сообщении оперштаба. В Пенсионном фонде России рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров. Те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, могут рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату. В фонде пояснили, что со следующего года для назначения соцдоплаты к пенсии пенсионерам больше не нужно подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию. Доплату начнут назначать автоматически. В Совете Федерации России предложили арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам. Как сообщил журналистам сенатор Андрей Кутепов, наказание в виде административного ареста или штрафа будет грозить неплательщикам алиментов не только на детей, но и на бывших супругов. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеет бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали новую технологию лечения хронического гепатита Б. Уникальная субстанция позволяет в течение нескольких суток уничтожить в инфицированных клетках свыше 99% вирусных геномов. При этом она безопасна и не токсична, уточняется в сообщении. Ну а чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина. По словам специалиста, многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо. Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания, пояснила она. Кроме того, современный человек имеет доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила специалист. У меня на этом все. Слово передаю коллегам. Удачного дня. В нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» родные брат и сестра. 9-летняя Владислава и 5-летний Егор. Дети очень светлые, добрые, отзывчивые. И мы очень надеемся, что они найдут своего маму и папу. Знакомьтесь, родные сестра и брат Влада и Егор. Егорка у нас мальчик очень активный, подвижный, эмоциональный. Любит играть с машинками, любит играть с конструктором, собирает, пазлы собирает. Сборка конструктора – любимое занятие Егорки. Он может подолгу сидеть, проявляя фантазию и собирая что-то свое. Влада также проявляет интерес к разному творчеству. С Владой мы знакомы 2-й год. Она у нас ходит во 2-й класс. Девочка очень активная, целеустремленная, ходит на танцы, любит посещать швейную мастерскую.
После того, как сделают уроки, обязательно что-нибудь мы берем и делаем руками. Или из бумаги, или из пластилина. Играют с девочками в комнате, они придумывают свои игры. Играют в игры, в которые мы с ними играли. Я Влада, мне исполнилось 9 лет. Я хочу, когда вырасту, стать полицейской. Я люблю рисовать, уроки делать, лепить, танцевать, всяких, как сказать, выступать в всяких концертах и заниматься там на умелочке, там на кружках. Влада и Егор очень привязаны друг к другу и почти все время играют вместе. Егор и Влада все свободное время проводят вместе и очень нуждаются в семье и любящих родителях. Культовому произведению японского режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» исполнилось 20 лет. Поистине, это культовое произведение, которое обрело популярность во всем мире. Не обошел стороной его успех и нашу Якутию. Здесь энтузиасты и предприниматели по достоинству оценили величие таланта Хаяо Миядзаки. Эта история о любви, дружбе и одиночестве стала настоящим венцом творения Хаяо Миядзаки и покорила сердца зрителей во всем мире. В 2016 году «Унесенные призраками» по праву занял 4-е место в рейтинге 100 великих фильмов 21 века. А местные предприниматели подарили якутским поклонникам японской анимации возможность снова прочувствовать атмосферу далекой призрачной Японии. «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки 20 июля исполняется 20 лет с первого показа. То есть это такая юбилейная дата, и кинокомпания «Пионер» решили снова в повторный прокат выпустить этот фильм. Ну а мы не смогли пройти мимо этого, потому что аниме в городе у нас любят, тем более мы решили показать его на языке оригинала, то есть на японском языке с русскими субтитрами. Это не первый аниме-показ в местном кинотеатре. Японская мультипликация действительно пользуется большой популярностью среди якутской молодежи и давно стала неотъемлемой частью практически любой субкультуры. А вот частью любого уважающего себя анимешника будут некоушки. Многие девушки-анимешницы, а иногда даже парни, предпочитают носить некоушки. Это такие своеобразные, забавные, мягкие, пушистые ушки, которые по форме напоминают кошачьи уши. Чаще всего из атрибутов анимешника встречаются тематические значки, а также футболка с изображением любимых персонажей. Но одних футболок недостаточно. Некоторые анимешники, чтобы лучше прочувствовать любимого персонажа, буквально становятся им. Называется такое перевоплощение косплей. Ну, вообще, косплеем занимаюсь очень давно, с 2011 года. Тогда еще проводились японский фестиваль Химавари. И во время него у нас была хуманизация космоса. Планет, Солнца и прочее. С тех пор, получается, начала больше увлекаться этим. Сейчас, получается, я в образе Макимы. Это из манги Chainsaw Man. У него, кстати, тут скоро будет еще экранизация по аниме, значит. Это главный персонаж. В обычной повседневной жизни таких энтузиастов не встретить, но можно легко сделать это на различных фестивалях и других тематических мероприятиях. К счастью, людей, желающих объединить любителей поп-культуры в Якутске, хватает. Мы уже занимаемся нашим делом, да, считай, уже полгода. Мы уже организовывали аниме-квизы, мероприятия, аниме-показы в кинотеатрах еще. Также встречи и конкурсы творческие в Инстаграме вели. Мы сами участвовали в квизах различных и подумали, что почему бы и нам не начать это дело. Начали с квизов маленьких, потом мы уже начали проводить более такие масштабные мероприятия. И в планах у нас провести уже на городском уровне это фестивали, ярмарки, где-нибудь под открытым небом.
Пожалуй, самое известное среди ценителей поп-культуры и аниме, в частности, событие Гикфест. Этот фестиваль собирает под крышей спортивных комплексов Дахсун и Триумф сотни желающих провести время весело и с друзьями. Конкурсы косплееров, множество фотозон, фудкорт и возможность приобрести оригинальную продукцию. Вот что ждет гостей фестиваля. Мы часто видим, что приходят и семьи, с детьми приходят бабушки, дедушки с внуками. Бывает даже такое, что кто-то, допустим, на первый фестиваль пришел, да, а потом в течение 6 лет все-таки прошло, да, то есть они обзавелись семьями, появились дети, и, в общем, всей семьей продолжают ходить на фестиваль. Даже такое есть. И Гикфест это в целом, это не только про аниме, это охватывает все, наверное, субкультуры, все движения, направления. Аниме-культура подарила миру целые жанры в киноиндустрии, множество культовых сцен и возможность каждому отвлечься от обыденности. Неспроста в нашем суровом и холодном крае эти мультяшные сюжеты заслужили такую большую любовь. Саргалана Неустроева, Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. К слову, у Миядзаки очень много работ, но «Унесенные призраками» — это единственная, которую я посмотрел полностью и, соответственно, которая мне понравилась. Ну а вообще, Паш, ты киноман? Отчасти да. Кинокритик? Вообще нет. Ну, наверное, тогда можно сказать, что ты просто кинолюбитель. Да, смотрю я все подряд, и, в принципе, почти все мне нравится. Но тогда следующая рубрика понравится тебе вдвойне, потому что мы поговорим об афише, о том, какие же кинофильмы можно посмотреть в эти выходные у нас в городе. Я твой должник. Уже 6 столетий наш клан стоит на страже мира в Японии. Вместе с нашими союзниками. G.I. Joe. Присоединяйся. Компания по производству игрушек Hasbro, которой принадлежит бренд G.I. Joe, запускает собственную киновселенную. В 2009 и 2013 годах компания уже выпускала фильмы под названием G.I. Joe, но успеха они не имели, и в 2020 году было принято решение о перезапуске франшизы и съемках отдельных фильмов про каждого члена команды. Начали с молчаливого и загадочного темного ниндзя по имени Snake Eyes. Одиночка Snake Eyes спасает наследника древнего японского клана, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное, Snake Eyes обретает то, к чему так долго стремился. Это дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказывается его честь, преданность и доверие самых близких людей. Фильм «Время» — новинка от магистра триллеров М. Найта Шьямалана, подарившего нам «Шестое чувство» и «Сплит». Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Море, скалы и песок. Что еще надо для тихого семейного отдыха? Но проведя некоторое время на прекрасном пляже, семья замечает неладное и обнаруживает, что на пляже время идет по-иному, и за один день может пролететь вся жизнь. Что это за загадочное место и есть ли из него выход, узнаем, когда посмотрим «Время» в кинотеатрах. Мы здесь не случайно. Этот эпизод очень опасен. Да брось, и нет. Вырезаем. Британия 80-х годов прошлого столетия. Кинорынок наводнен фильмами ужасов категории «Б». Чопорная Инет работает в цензурном комитете, где добросовестно режет самые кровавые и страшные куски из фильмов, оберегая публику от кровавых деталей. Ей обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нем актриса кажется очень похожей на ее пропавшую сестру. Мы должны... В кинотеатрах выходит экранизация приключений ожившей тряпичной куклы Сипсика, которого в 1962 году придумал эстонский писатель Эно Раут. В Эстонии Сипсик является таким же литературным символом, как Мумий-тролль в Финляндии или Паддингтон в Англии. Главная героиня мультфильма Руби в день своего 6-летия получает подарок от старшего брата – тряпичную куклу Сипсика. Сипсик оказывается непростой игрушкой, он оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх. Вместе им предстоит пережить множество увлекательных приключений, а старшему брату, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса. Бабушка говорит, что если ты закроешь рот и это себе представишь, то тоже можешь что-нибудь услышать.
Мы напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии» на каналах НВК «Саха» и «Якутия-24». На прошлой неделе в Эстонии, в столице Эстонии Таллине, проходил чемпионат мира по международным шашкам среди женщин. За звание королевы шашек боролись 16 сильнейших спортсменок мира. Среди них якутянка, международный гроссмейстер Матрена Наговицына, которая завоевала титул чемпионки мира. При этом Матрена стала 10-й чемпионкой мира и первой из якутских шашистов. И всего второй из российских спортсменов. Сегодня Матрена – гость нашей студии. Доброе утро, Матрена. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, примите, конечно, наши поздравления. Спасибо. Ну, расскажи немножечко о своих эмоциях, когда вообще о чем думала, какие цели перед собой ставила. И всегда ли ты ставишь вот именно на первое место? Я очень долго шла к этой победе, к чемпионству в этом чемпионате среди женщин в классической программе. Готовилась к ним уже практически 16 лет, к этим программам. И я сейчас очень счастлива, немножко непривычно быть в титуле чемпионки мира. Также, конечно, к турниру готовилась весьма обоснованно, очень долго. И, ну, надеялась на первое место? Да, была уверена в себе? Я была уверена в том, что я смогу победить, но могли быть какие-то обстоятельства, но, слава богу, сложилось все отлично для меня. А вот почему именно шашки? Что вот именно вот этот спорт, ну, в принципе, шашки тоже спортом, я называю это спортом. Почему именно шашки и что тебе вот дает игра в шашки? Может быть, какое-то там стратегическое мышление развивает и так далее. Да, шашками я занимаюсь с тех пор, как себя помню, можно сказать, это часть моей жизни. Меня отец приручил к шашкам. И поэтому у меня, собственно, и выбора, может быть, и не было. Но мне они очень нравятся, мне они интересны. Они развивают вот как раз стратегическое мышление, анализируют, дают сделать правильный выбор, память улучшают. Ну, да, очень много всего, и так же, как действуют как обычный вид спорта, они целеустремленность, все-все-все. Матрена, ну давай поговорим о твоих соперниках, насколько сильна была конкуренция, потому что, мне кажется, это основополагающий, да, такой фактор всех твоих схваток. Вот кто был самым таким, знаешь, серьезным соперником, кого боялась, можно сказать, больше всего? Я играла со всеми соперницами, наравне играю. У нас было 9 международных гроссмейстеров из 16 участниц и 4 международных мастера, а также 3 национальных мастера. Поэтому они все были очень сильными. Я к каждой сопернице подготовилась индивидуально, да. Я больше всего боялась, что, возможно, вот Тамара Танцукужина, она смогла бы опередить меня, как в 2011 году. Поэтому, да, но она самая сильная. Матрена, я, конечно, не гроссмейстер и тем более не мастер даже близко, но тем не менее меня 2 дня назад в этой же студии в шахматы выиграли триумфально, я потерпел поражение, поэтому я думаю, что терять мне уже нечего, предлагаю нам с тобой сыграть, вы с Дарьей продолжите беседу, а ты параллельно будешь меня выигрывать. Да, пройдемте, Матрена. Ну вот так, посмотри, какая у тебя честь, Паша, поиграть сегодня вот с чемпионкой мира. С чемпионом мира, да? Первый ход. Да, только напомни, как играть. По черным просто клеткам. по черным хожу. Да. Это основное правило, да? Да. Матрена, ну вот как ты сказала уже, да, что ты у нас, да, из такой спортивной семьи, да, папа у тебя тоже заслуженный, да, спортсмен, или он любитель? Он любитель. Он кандидат в мастера спорта был, но он строитель по профессии, но вся его семья, все наши родственники, все играют в шашки. А вот скажи, пожалуйста, ты посвящаешь кому-то свои победы или просто об этом не думаешь зачастую? Я бы хотела посвятить свою победу своему очень близкому человеку, которого я очень люблю и уважаю. Он является родным братом моего отца. Это Андрей Тимофеевич Наговицын, глава Черепчинского улуса. Вот так вот, да? Мы очень близки. Матрена, ну вот скажи честно, вот ты, кстати говоря, играла 7 раз, побеждала, да, в блиц и быстрых шашках, да, если я не ошибаюсь, 7 раз. Насколько сложна программа вот блиц
и быстрых шашек, и вот классических, потому что в классических это твоя первая победа такая. Да, в классических играется... Мы играли 17 дней, получается, Вот так да. А Блиц, я, если не ошибаюсь, это буквально, ну, минут 30-40 в этой студии мы не раз встречались с тобой, да? Да, да. И здесь вся республика переживала, здесь прям тебя любят. У тебя такая группа поддержки Да, всегда да, шикарная, можно да? быть. Ага, можно так. Да, Можно брать. да, мы тут играли матч с Натальей Садовской. Да, да, да. Она тоже приезжала, она, кстати, тоже играла в Таллине. В Таллине тоже была, да? Но повезло тебе больше в Таллине, Да, чем ей, мне. да? Так, хорошо. А вот сколько времени ты уделяешь вот шашкам, ну, хотя бы в день, в неделю, то есть каждый день? Ага. Вот перед чемпионатом мы тренировались усиленно, можно сказать, это как сборы проходили, это где-то с 11 утра до 10 вечера, но с перерывом в обед, конечно. И так как у нас турнир проходил в другом часовом поясе, я пыталась тренироваться вечером, чтобы там было как днем, чтобы мозги работали. То есть у тебя такая в одно и то же стратегия, да? время, да. Матрёна, а скажи честно, ты суеверный человек? И есть ли у тебя какие-то определенные ритуалы? Может быть, у тебя есть какая-нибудь булавочка? Либо подкладываешь копеечку там под стельку в обувь, да? Ну как? У кого какие? Да, У тебя есть ритуал? я как и все якуты, может быть, я суеверная, но я стараюсь этому иногда не придавать значения, потому что может быть так, что можно